İsrail'e Slavik, Pavlo. Dargan напад Иванов на Райда, на вот Фидалга, как говорится. Она бончирым халарадам штам, халара, халарайна бонта катарита, фотография, ойна кофта кодекстара, ёсаловка, Тцагдар, мажорда хамани афаракам, пашивада, кашта пашивада, хуша пашивада, сагада пашивада. Эрмана абон на фейбалтив чижмалом кота, удон işte kaşlar пашивад, афарарсал. Тцагман базарта, мана фазата тур. Ой, ярышта колбагдан, мана тыршиякта дариш, уду бой бакта даришна. Удона да шажариш айтады бургомай на махайкаттар наунана ама агуры зуап мане асыш башташтатта агуры ма я бонал юранлаун мадам фазура мадам каразима байкушам райшом фандат işte шарам Kutkanga, Chiradi, Chinaradi, Doifadal, я сам бомбировал, Ермана Артуран, Ермовайта, Пашивадандар, Арфаканın şanı yarcıtı fancak, sağlar, Yolda kuşlar arkanay, masa sağlar arkamaz bana. Yer abonjmaş başta unutay kutsovui, Rayşon bon, dışarıdıkka, gualkamadar, şasaştı. Sağlar kaçlar Пашивадан. Сарта я хошта ива, полтора. Абонос бафтади, рабонос або. Туне вахашам мазалта, электронон, интернетай, медиа диша. Ама каштар фашива, пандана фанда ясен фанда кужаганна, оттар шафаш сабудана штагум харстанас. Ама сувунансна, йом бауроманса наузам. Даш юнакма, сафтанал каланс, аларждыгай. Даш юнакма. Ама нёсы сардайсарынс, райшомса ишти куфарадия. Ишти кунапа фаража, сашпама фаража уйдарна, ама уйка я хочу да. Пацаган мама хафонал нарымбардыштам, ма каразина бамбаштам, ама сидар набасамыттам. Ой пацаган махишна полтора ахоштарузан. Ama bısalta savunuştu, abone bol, yıldır uyunan, bana uğraşı şartlar, raşlı kaçta kayacakta, vatsaganıma mahsına kaçta kurta, mösüne kaçta jakta, jakta apatırıştı ondan adam, patsahaday, yumiyagay bazmıştı, uğraşı kayıp şişti. İnamay ta jakta, bana huşar adamı, bınsak kayfası, maya genotip kayış, Шкотта. Просто нахашта нехшан райдесаунс, мана махшаве дарта насыдышты. Аргомса ничи кота, абонса раргом кота напати вараши шарловна, ама мамагашка янахмазурджи табира хашунди, мазагала на фазырта арбатсаган ма абон ахургантам. Мах эхумата джадаваштам, ама бира махтар Kudumbaran, kudura mafta fışkadar kanam zurga kanam mami yak radiga kanam da ama abon adını bafaşın marar bom kanam mahandar bana usu medya dunya mana nana kaçtama na kudukta am yuvan da şarj уже udan da yuvan da şarj mana aştamaje mayrajda naşat gozi patsa Ватар райшон бон дежарты кагав кидёйты хайдару. Нашаттын ма ноль каждый сау боне бомба. Хуждарыш там на сау бо каждый. Ама усу каштар пашивата. Рабон одат там чикашына. Удона ясарда чина башашта. Удона и купкама ма сашва раздышты. Иван да шаже барс хисаваттар алы барнон кушидатар. Архаин сёл параражма насол юкуртата. Вала он саш харс фештам саш бафштам уйдмай банамай дернай мана уз хадбарат хай саш сардратой иронадамна он дарашкананай
Усыны ярче сур, саргабонта хашчину зыштам катарита. Матахнул райшо мусахабар курсала, вот тауи кая хошат. Чижон мама аконул находит на жахта, на нахаш на жахта, ража может адалдыш находит палахта. Чижон мазу я хоштам зан. Ма ватаган махтаг нахи памар голканам, карази улум балам, ама карази мазурам. Я дишажи нахаш сайта хайу, юма юхужа паса хадай там баздыш. Ама адон дар, медбар пажарта кудут яхта на равади. Патади мазадам маза Динта Иуда сдарита лишна горзы шаужинта, это Иуда шахима халфекшве. Мама подойди сама Иуда касовые. Кишелмон адам дар, Иуда Ирон адам ном фашист, да? А манал футболыш курсову на главную курбахой подиш, вот карази налог жара. Амжон дайбайна, ма абон манавта дар кайрам бардыштам. Иуда юхужон нештам, алла хужон кудыта. Фалотар юмия гайрам бардыштам, махрумай дарам дишам. Мах фалтардар, наражмас фалтарта удышты, удондар удышты югон пацахав. Ама ахан паштатна иш каси абон мах зурдыштам, ма находыта жардыштам. Цардар мамбагашка кадважарда жага юхат маям бакаша маям бакушам, да? Гананиш саш. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Первый вопрос про Грузию. Мы же на таком хорошем международном мероприятии, связанном с технологиями. Там что, она демонстрирует какие-то успехи в области применения современных технологий? Прозвучали действительно отвратительные, беспрецедентные слова в ваш адрес, и партии Госдумы объединились, чтобы в решении ввести эмбарго. Это, конечно, будут и продукты, и денежные переводы. Вот когда вы определитесь с таким решением? Вы знаете, для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, это займет много времени. Но я очень коротко все-таки скажу, как я к этому отношусь. Для того, чтобы все-таки было понятно, чем я руководствуюсь, нужно немножко посмотреть в прошлое, в историю. Смотрите, Осетия вошла в состав Российской империи в 1700, дай бог памяти, по-моему, в 1974 году. Пошла целиком. Южная и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия в 1810 году тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию, никакой Грузии не было, в Тифлисской губернии. Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии. Образовалось независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать никогда. Если грузинские сегодняшние власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии. Во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная союзно-социалистическая республика Абхазия, в которую вошла Грузия сегодня. Это даже не была Грузия. Но во время Сталина была создана социалистическая республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. И вот наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимания. Это даже странно. Но по указанию Сталина НКВД в Берии предприняли очень жесткие меры в отношении Абхазии. Очень жесткие. Просто я даже не хочу сейчас воспроизводить.
с целью поглощения Грузии вот этой территории, абхазского народа. Вот это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию, и Аджарии, и Абхазии и так далее. Все это привело к взрыву и к бракоубийственной войне. Вот я в свое время убеждал Саакашвили, говорил Михаилу Николаевичу, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии. Американцам говорят то же самое. Да, ни в коем случае. Видите, что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат. Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народы и Абхазии, и Южной Осетии. Я к чему все это говорю? Потому что вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют. И в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное это производное. И ругань, и брань, это все производное. Поэтому к этому относиться нужно вот серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подобных. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну, вот один вышел что-то, ляпнул там, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на 2 месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы. Положение звучало и на других политиков, чтобы завести новое дело нашему журналисту, Много честно. Саша, Павел. Ну, надо хаш бармону, махамед Ахма, ай пошел, это как пошел, я еще раз хочу обратить внимание вот на присутствующих. Мы из общественных организаций, кто реагировал, здесь присутствует, это наше общественное движение «Путь Путина. Слава планете», Ахмур Фадзаев. Вот он один из инициаторов и присутствует. Много для этого делает он работы и оказывает Яхихарскому по-нашему. Дальше, значит, у нас... Значит, они всегда бывают на передовой. Это Северо-Осетинское региональное отделение Союза казаков, воинов России и зарубежья. Их представители у нас здесь. Значит, потом наши всем известные ученые Руслан Сулейманович, Петр Кузьмич, они всегда с нами. Вот мы очень хотим, чтобы они озвучили свое видение поставленных вопросов. Значит, из представителей у нас в Осетии, да, мало кто, ну, видимо, не охватывают, да, вот они часто общественно себя во всех сферах проявляют, в культурных и так далее мероприятиях, но то, что они зарегистрированная осетинская религия, это мало кто знает, ну, это вот Ула и Хетек, значит, они тоже везде, где вопрос касается Осетии, они всегда рядом и особо не пиарятся, ничего, но хотят быть участниками и переживают за будущее нашей республики, нашей страны. Вот в данном случае Путин закончил, что он за перспективы восстановления отношений. Но реально перспективы мы не видим. Все ухудшается. Ухудшается. К сожалению, это так. И что будет завтра, наверное, от нас тоже как-то зависит. Мы должны показывать свое единство, свое мнение и позицию отстаивать.
Вот сейчас давайте, наверное, в таком порядке. Очень важный у нас здесь человек один, да, это по правам человека тоже. Его значимость и должность принятия участия, да, они очень много, он мне показывает свои дела, но, видимо, вот по результатам сегодня... Первое слово – это благодарность организаторам сегодняшнего собрания, сегодняшней встречи, нашего мероприятия. Я думаю, очень важного и совершенно необходимого. Второе, что я бы хотел сказать, это тоже необходимо сделать в самом начале, это то, что уже более 30 лет назад, с первых шагов возобновленного осетинского национального движения, то есть в 1988-1989 году, и на юге, и на севере, вопросы, поднятые недавно президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, были поставлены ребром, в том числе перед советским государством. Первое государственное, не говоря уже об общественном, вот здесь сидят люди, которые и в этом принимали участие. Чтобы было понятно, что этот вопрос никогда не сходил у нас с повестки дня. И вопросы объединения нашей Родины, Осетии и Алании, входившей только в одно государство на основе своего народного волеизъявления, этим государством была Россия, входившим в едином составе полном, без всякого разделения на запад, восток, север и юг. И второй вопрос, вопрос геноцида осетинского народа, учиненного в 2020 году грузинской армией и демократическим, самопровозглашенным тогда грузинским государством, были поставлены, чтобы ни у кого не было сомнений в том, откуда эти точные сведения у руководителей современной Российской Федерации. Было сделано, еще раз повторяю, и во Владикавказе, и в Схинвале, и на общественном, и на государственном уровне. Все возможное и необходимое за эти 30 лет развития общественных организаций, общественных движений, всего того, что я называю короткими словами аланское осетинское национальное движение. Движение, отстаивающее народные интересы. Движение, которое представлено разными, вы хорошо это знаете, на разных этапах. Адамон, Садиши Адамон Нахаш, соответственно, было на севере, на юге. Потом все было объединено Штарнахашем и съездами осетинского народа и прочее, прочее, прочее. Последнее, что в этом смысле надо сказать, первая декларация о геноциде 2020 года была принята в 90-м году парламентом только возникшей, самоопределившейся Республики Южная Осетия. Дальше не продолжаю, потому что мне пришлось бы посвятить этим документам длинные речи. Теперь к сути вопроса. Наконец мы услышали из уст главы великой российской державы точные и объективные исторические оценки. Точную формулу того, что происходило в XVIII веке, точные параметры и названия геноцида того, что было учинено в эпоху революционного переустройства России в начале 20 века. И с исторической точки зрения придраться к тому, что сказал президент Путин, невозможно. Это все документально подтверждено. Это все подтверждено исследованиями, совершенно объективными, проведенными в далекие и близкие времена. Целая библиотека об этом написана. Кто умеет читать, кто умеет отличать литературу от макулатуры, все они давно об этом знают и надежно имеют возможность читать.
несколько, значит, пунктов, которые надо подчеркнуть здесь по поводу событий XVIII века. Значит, первое, что необходимо сказать, инициатива присоединения к Российской империи исходила от осетинского народа. Осуществлено это было на основе традиционных форм волеизъявления осетинского народа. И процедура, можно посчитать, документы дают возможность подсчитать время, которое ушло даже на процедуру волеизъявления. Значит, эта процедура длилась чуть больше 1,5 лет в силу коммуникационных там, и прочих других особенностей эпохи, транспортных и прочих. Горная местность, север-юг, перевалы и прочее, у них ушло больше 1,5 лет на то, чтобы провести во всех частях аланской, тогда еще не было слова осетины в русском языке, поэтому лучше всего подходит слово Аланской конфедерации. Это конфедерация, общество того, что называется Палестинский комбашта. По-русски нашли аналог, значит, в XIX веке, и установилась традиция называть это обществами. Вот эти, значит, общества провели согласную процедуру волеизъявления. Народ решал, что делать на этапе тяжелейших обстоятельств внешних и внутренних. Внешняя агрессия с двух сторон, с юга и севера, наступают, значит, грузинские правители, грузинские князья, значит, за плечами которых находятся их хозяева, значит, турецкая, османская Турция и, значит, Персия, поскольку никакой Грузии не только в составе Российской империи будущей, значит, но и прежде, начиная с XVI века, не было, а были всего лишь отдельные грузинские, значит, владения в составе двух империй того времени. Большая часть Грузии была в составе, значит, Персии, меньшая в составе, значит, западная часть в составе, значит, Турции. И, значит, и те, и другие, кстати говоря, иногда вместе с грузинскими отрядами пытались прорваться в горы с юга. Значит, с севера наступала, значит, кабардинская аристократия. Значит, кабардинские князья, за которыми стояли, значит, и здесь нечего нам, значит, скрывать, это хорошо известно в истории Кабарды. В этот период она переживала тяжелые обстоятельства внешнеполитические, ее в основном контролировал крымское ханство. В свою очередь вассально зависимая от османской. Значит, вот сейчас я рассказываю, значит, то, что в математике называется таблицей умножения. Вот это такие простые, базовые, значит, аксиоматические, не требующие обсуждения. Таблицу умножения надо выучить и забыть. Значит, вот, значит, в этих условиях, в условиях жесткой агрессии, значит, с двух сторон, и еще кризиса, связанного с перенаселением, потому что именно к началу XVIII века аланский народ, значит, переживший в XIII-XIV веков политическую и демографическую катастрофу, снова встал на ноги. Снова, значит, достиг того демографического рубежа, который обезопасил наших предков от исчезновения с лица земли. Значит, соответственно, вот на этом этапе перенаселение, небольшая центрально-кавказская страна, единственная, значит, имеющая исторически с бронзового века, имеющая, значит, территории с бронзового века непрерывная традиция. Значит, по северную и южную сторону главного хребта территории, да, и сегодня они таковы. Значит, вот эта страна снова, значит, должна была вернуться к решению других задач, в том числе к возвращению потерянной несколько веков, 3,5 века назад, значит, равнины, чтобы выжить.
к, значит, усложнению, значит, политических институтов, к восстановлению полноценного аланского государства. Вот какая задача стояла. Армию, бюрократию восстановить и прочее, прочее. Вот то, что звучит слово государство в связи с этим, это абсолютно адекватное, значит, определение той проблемы, которую решали, значит, наши предки в середине 18 века. Значит, главная проблема. Значит, однако, значит, не оказалось других возможностей. В горной зоне Кавказа бюджетных возможностей не существует, которые бы позволили это сделать, значит, вот, так сказать, вот на этих отрезках. Да? Тогда не было вот этих равнинных наших районов. Соответственно, они вынуждены были, значит, ставить вопрос реформ. Это абсолютно выдающийся результат. Значит, не думаю, что после этого нам так, может быть, в будущем повезет, но после этого нам еще один раз повезло в начале 20 века, когда во главе, значит, Осетии оказались на революционной волне выдающиеся лидеры, определившие надолго снова ее, как бы, статус и, значит, развитие народа. Значит, не буду называть, наверняка, их именами называются улицы. Да. Вот это поколение, значит, сравнимо. Но пока никто не, так сказать, значит, не сумел больше сделать в политическом смысле, чем Зураб Макаев и его, значит, соратники, да, назовем это так, это лидер этого движения. Значит, было найдено идеальное политическое решение, совершенно выдающееся. В качестве восстановленного аланского государства с равниной, с огромными параметрами, с монархией и так далее была избрана Российская империя. Именно этим объясняется то, что наш народ и на юге, и на севере, и в условиях признания со стороны России независимости Республики Южная Осетия, тем не менее настойчиво провозглашает Россию своим национальным государством. Настойчиво Южная Осетия стремится к возвращению формальной. Она находится, несомненно, в политическом пространстве России. Это понятно. Но, значит, формальному даже возвращению. Это все следствие вот этого выбора. И, соответственно, значит, в силу этих обстоятельств осетинский народ на всех этапах своей истории ждет от этого родного государства понимания своих проблем, понимания, значит, своей борьбы против всех поползновений на, значит, нашей территории исторически, каковым является, значит, большая часть Казбекского бывшего района Грузинской Советской Социалистической Республики, значит, и так далее. Да? Значит, вот это, если закрыть тему присоединения, то, значит, очень важно, значит, сказать, резюмируя, что вот на основе этого народного волеизъявления и в согласии с ним по древней аланской, я бы сказал, даже арийской древней традиции, значит, в точности соответствующей всем описаниям индоиранцев, значит, и их политической культуры, значит, за последние 3000 лет, в соответствии с вот этой традицией было избрано посольство. 3 посла представляли 3, значит, древних колена осетинского народа. Сам Зураб, значит, Макаев был Саражонта, Чидамунта были представлены Сопановым, и Кисаев представлял, значит, Кушабонта. Значит, одновременно они представляли и 3 политические главные зоны. 3 зоны политического, значит, развития, 3 зоны борьбы с внешней агрессией и прочее, прочее. Значит, я специально говорю это на кафедру, на камеру, значит, кадры. Вот, значит, несколько минут, значит, потерпите, этот рассказ, он необходим здесь. Значит, вот в этом смысле,
значит, договоренность, которую достигла за 2 года, в 1749 году посольство отправилось, до 1952 года, значит, шли переговоры в высших эшелонах российской власти. При этом перед тем, как принять посольство, перед принятием посольства, в середине, начиная с 1945 года, 45, 46, 47 и так далее, значит, российское правительство изучало политический статус Осетии. Посольство было принято только после того, когда был сделан вывод, значит, коллегии иностранных дел о полной независимости этой центрально-кавказской страны. Значит, когда послы приехали, значит, 2 года они работали, из них 1 год параллельно шла серьезная юридическая, до суда дело дошло. Значит, судебные состоялись решения, работа по, значит, определению, государственно-правовому определению их статуса и полномочий. И эти полномочия были целиком подтверждены. Они имели право представлять свою родину, значит, и решать ее судьбу. Значит, вот в силу обстоятельств международно-правовых действовал Белградский мирный договор 1739 года, по которому, значит, между Россией и, значит, Турцией, ну, не будем сбрасывать со счетов, хорошо прослеживающиеся по документам, и грузинское лоббирование. К тому времени Восточная Грузия в 1801 уже вошла, и грузинская аристократия, значит, из внешнего врага для, значит, осетинских обществ южно превратилась во внутреннего, при этом иногда выдвигающего управленческие кадры. Значит, грузинское дворянство было с порога, значит, признано, значит, в отличие от осетинского, значит, признано в кавказе российского, и, значит, грузинские князья и дворяне получили, значит, в кавказской администрации должности и использовали уже вот эти должностные полномочия свои против осетинских обществ. Поэтому они лоббировали. Но принцип был, тем не менее, общий. Имперский российский принцип не по этничности. Никакой Осетии, никакой Грузии, ни Башкортостана, ни Татарстана, ни Чувашии не было в составе Российской империи. Были губернии, уезды, области, округа, значит, отделы для казаков и так далее. Вот таким образом Осетия была, значит, первоначально разделена на 4 части. Одна часть была в центре Кавказской линии, это северо-западная Осетия, Тригория. Другая часть входила в этот центр Кавказской линии, это подразделение административное. Другая часть входила в Владикавказское комендантство с 1845 года, это Владикавказский округ. Значит, 3-я часть входила в Кутаисскую губернию, и 4-я часть в Тифлисскую, на 4 части. Потом, значит, в 40-е, 50-е годы все это менялось. В итоге, значит, когда Тригория вернулась, то есть была присоединена, тем не менее, сочли, что для Остин надо вырабатывать какие-то более адекватные. Тригорию вернули, присоединили к остальной Северной Осетии, к ней же присоединили Туалгом, Нар и Зарамак. Значит, за несколько месяцев до рождения Костахи Тагурова были из Тифлисской губернии переданы, значит, ну тогда еще не было Тверской области, она появилась еще через год. Значит, это называлось еще центром Кавказской. Вот не будем детализировать, вот этом тройном разделении. До 17 года Осетия жила. Кутаисская губерния, Тифлисская губерния и Терская область. Значит, после того, как Тифлисскую и Кутаисскую губернию, значит, грузинские, значит, строители демократического государства объявили, провозгласили демократической Грузинской республикой, это произошло в 18 году, в 1918 году. Значит, естественно, они претендовали на все территории, включая
и Осетию, Южную, входившую в состав этих двух губерний. Естественно, никакого другого способа расправиться с осетинским движением, с сопротивлением народа они найти не могли в силу, значит, своего политического целеполагания, в силу своего, значит, культурно-политического развития, кроме как геноцида. Значит, в 18-19 году они примеривались и делали первоначальные пробы, а в 2020 году это все завершилось хорошо известными событиями, когда, значит, все возможные способы декларации геноцида, значит, принятой, значит, о предупреждении там, и защите от геноцида, такая декларация Организации Объединенных Наций была принята в декабре 1948 года, после уже Великой Отечественной войны и по итогам того, что мы знаем, значит, о том, что творили, значит, германские фашисты. Да. Значит, вот все пункты, которые описаны в качестве, значит, в международном праве в качестве геноцида, значит, грузинское меньшевистское правительство, правительство Демократической Грузинской Республики 18-20 годов осуществило. При этом, поскольку нет международно-правового ограничения, поскольку документов о геноциде тогда еще не существовало, то, значит, ничто их не ограничивало, и они сначала в партийных меньшевистских, правящей партии, а потом в государственных, значит, решениях об этом написали. Значит, таким образом, проблема, значит, геноцида не является дискуссионной ни в одном пункте, поскольку, в отличие от последующих волн геноцида, значит, вот, скажем, в 1989 году, или в 1989, 1992, или в 2008 году, это однозначный и целенаправленный геноцид, совершенно осознанный. Но там нет решений, там нет протокола, там нет обсуждения и нет, значит, фиксации в грузинских государственных документах. Там это доказывается только на основе результатов и действий. А что касается 2020 года, то там замечательная возможность, значит, есть это продемонстрировать на уровне партийных и государственных, правящей партии и государственных решений. Значит, вот в этом смысле, значит, задача международного, ну, прежде всего российского, признания геноцида осетинского народа, это задача, которая до ее исполнения никогда не будет и не может быть снята с повестки дня, значит, осетинского народа, с повестки дня Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия, Алания также, поскольку это, значит, никакому разделению, как и все остальное, кроме нескольких таможенных формальностей, да, не подлежит. Значит, сегодня, значит, сессия парламента Республики Южная Осетия, я не знаю результатов, я вчера был в Централе и участвовал в качестве экспертов в комитетских обсуждениях. А сегодня президиум и сама сессия, значит, были готовы уже, думаю, что надо посмотреть просто новости, значит, обратиться к России с просьбой о признании геноцида, с очередной просьбой. Значит, наша задача, которая, очевидно, мне, как гражданину Российской Федерации и гражданину Республики Южная Осетия, значит, по-моему, очевидно, значит, народная позиция осетинского народа, нации, национальная, вот здесь правильно написано, общенациональная, значит, состоит в необходимости признания геноцида, конечно, не только 2020 года, но начать придется с 2020. Значит, наша позиция состоит в твердой, абсолютно ясной уверенности в том, что, значит, мы как единая
нераздельное целое, как независимое, значит, политическое, национальное целое, вошли в состав Российской империи, существовали в составе, ожидая, что нас наконец-то объединят. Этому чинили препятствия. Значит, известно кто, известно когда и почему, не будем здесь детализировать. Значит, и сегодня эти задачи стоят перед нами. И, значит, счастливое историческое совпадение, значит, интересов осетинского народа, национальных интересов Осетии и государственных интересов России, значит, это та основа, которая заставляет меня твердо быть уверенным в том, что эта задача совершенно реалистическая. И это ответственность, которую снять ни одно поколение, значит, нашего народа с себя не имеет права. Спасибо. Спасибо вам, Александр Иванович. Если Извините, что задержал долго ваше внимание, Фаладан Дарганов. Очень важно все было, что сказано. Просто если можно, маленький вопрос, да? Если еще у кого-то будет, тоже, пожалуйста. Значит, в сегодняшней благосфере, медиасфере, да, вот молодежь по своей инициативе, наша молодежь, очень активно прокручивает такие тезисы, как восстановление территориальной целостности Осетии. Раз. Грузия оккупант, оккупировала такую-то территорию и указывают на Коптерше Пудыком. Нуждаются эти тезисы в корректировке, или вы считаете, ли они абсолютно верные и их нужно распространять? Значит, я считаю, что это, значит, позиция, значит, верная, это есть развитие того, о чем мы говорили, развитие нашей общей платформы. Значит, из экономии времени я не стал говорить о Шибоме, о Уде, значит, о территории, значит, которая попала в 1921-22 годах в состав Грузинской республики после того, как было, значит, отказано центральными советскими органами признать проект Конституции Юго-Осетинской Советской Республики. Этот проект был подготовлен в 1920-21 году, и, значит, он широко обсуждался в 1921 году, и он опубликован, кстати говоря, в советское время, он вошел в состав, значит, документальных публикаций, с ним легко ознакомиться, и спрятать его теперь никогда никому уже не удастся, это понятно. Значит, но было отказано просто потому, что значит, в Кремле сидела очень влиятельная, мягко скажем, лоббистская грузинская группировка. Значит, назначенная для изучения, игнорировать это было нельзя, назначенная, значит, да, Ташибом, то есть весь вот этот Казбекский район, Ташибом, Пудыком, значит, Коб это, я считаю, частью, значит, этой агломерации, скажем так. Коб это центральная часть, значит, Тарша, да, это северная часть, да, это, значит, столица, скажем так. Значит, вот эта часть, хорошо нам всем известная, она входила в эту конституцию, в описание, подробное описание территории и границ. Значит, не дали включить это даже в автономную область и, значит, создали вот ту территорию соседнего Казбекского района, которую тоже хорошо мы помним, и которая всеми и культурными, и экономическими связями была по-прежнему связана, естественно, с Осетией и с Владикавказом, а вовсе не с Душетом и, так сказать, там, я не знаю, тем более не с Калаком, не с Беливским. Значит, вот при этом без различия, кстати говоря, национальности, этнической принадлежности. Большая часть выходцев оттуда живет по-прежнему конно-молока, грузин. И никакого дискомфорта, значит, они в Осетии, значит, так же, как и грузины, живущие на юге, никогда не испытывали и не испытывают сегодня. Значит, речь вообще не идет о народе. Речь идет о политических махинаторах, речь идет о преступниках, о фашистах и так далее. Значит, вот в этом смысле
значит, отвечая на этот вопрос, никогда не снимется вопрос с повестки дня его объединения всех российских. Естественно, задача, значит, определения политического статуса жителей, выходцев из Кошелькова, из Пуля, это актуальнейшая общенациональная задача. Они еще здесь есть кому сказать и будут говорить. Но вот по поводу территориально-административного или даже государственно-административного объединения республики Южной Осетии с республикой Северной Осетии. Это, значит, мы не дали себя разъединить. Борьба, которая шла с конца 80-х годов, значит, выразившая в том числе военных, не только политических баталий, да, она не позволила нас разъединить. Осетия едина, по-прежнему едина. Нас не сумели разъединить. Но, значит, вопрос заключается в том, что осетины давно на 3 референдумах определили свое отношение к единству, к вхождению в состав, значит, российского государства с юга там, и так далее. Это вопрос, который, значит, нравится это или не нравится кому-то, решает сегодня Россия. Значит, контрагентом здесь является Российская Федерация. И за пределами грамотных предвыборных технологий, где это используется на юге, да, обсуждать здесь нечего. То есть Осетия едина, задача и всех форм ее единства всегда стоит, это надо крепить и прочее. При любом следующем повороте политическом, когда окажется для мировой державы это, значит, мы, помимо всего прочего, видим в России, повторю, форму своей национальной государственности. Надо это понимать. У нас нет стороны нашей, российской. Вы высказались по последней части, помимо геноцида, помимо Ташигома, Маков, высказались о 3 референдумах, которые прошли по вхождению южной части Осетии в состав Российской Федерации. Это проблема, как вы правильно сказали, может быть не сегодняшнего дня, потому что решение действительно зависит от стороны Российской Федерации, но мы все являемся гражданами Российской Федерации, и наша позиция как севера тоже важна. Но есть еще другой процесс, который, возможно, до того политического поворота, как вы сказали, следующего большого глобального, пройдет не 1, не 2 дня, может быть, не 1, не 2 года или десятилетия, мы не знаем, никто, наверное, не знает. Вот до этого момента есть более, скажем так, насущные проблемы, как то таможня между 2 частями. То есть без решения административно-территориальных вопросов, присоединения фактического или политического присоединения одного государства, вхождения в состав другого большого государства, да, без решения этого вопроса. Пока мы же можем говорить о том, чтобы вот на основе договора 2015 года без всякого сомнения. Да, без всякого вот эти административные. Абсолютно. Если можно абсолютно. 5 минут посвятить вашему мнению. Ну, здесь у нас нет дискуссий, нет рассуждений. Значит, я не думаю, что если даже мы выйдем и станем, значит, бегать вокруг. Вчера Путин подписал, кстати, бессрочное пребывание. Да, по Ленинскому району здесь, да, значит, что мы найдем кого-то, кто бы, значит, нам возразил. Значит, ясно совершенно, что желательно все это вынести на границы Южной Осетии, значит, и Республики Грузия. Это очевидно. Значит, вот вопрос, что этому препятствует после того, как это было, значит, не решусь назвать дату, но после войны, значит, 8 года поставлено и, значит, обсуждено, и потом последовали вот эти решения, которые, значит, что там препятствует, значит, я сказать не берусь. Да. Целиком разделяю позицию о том, что и северу, и югу надо на этом возможности расстать.
в этом договоре 2015 года есть пункты, которые говорят об объединении таможенных органов и так далее. И выносить. Да. 6 Значит, месяцев, которые ну, не будем детализировать, мы знаем здесь и более детальные какие-то вещи, и не только о таможне, да, не будем, есть вещи, которые не стоит обсуждать, да, но то, что это абсолютно необходимо для того, чтобы просто облегчить людям, значит, бытовую жизнь. Значит, оттуда уже даже на работу не ездят. Есть и такие, кто просто утром выезжает и на работу едет, и потом, значит, старается вернуться по возможности домой. Значит, конечно, пути сообщения, значит, туннель, который стал дорогой жизни для нас и так далее, но и пути сообщения требуют развития. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы находимся в ожидании железной дороги, которая бы объединила Владикавказ с Хинвалом. Значит, это самое доступное и самое удобное для бытового ежедневного потребления было бы средство, значит, массовой коммуникации. Значит, ну понятно, что может быть и авиасообщение, там время от времени обсуждается вертолетное, сначала был аэродром в проекте на юге, после этого вертолетное, значит, вертодром обсуждался, значит, ну, посмотрим. Вопрос заключается в том, что это единый пакет. Это как бы букет наших мечтаний, ожиданий, просьб. И, значит, он находится в красивой хрустальной вазе нашей твердой уверенности в том, что, значит, мы будем отстаивать интересы своей Родины, Осетии и своей Родины России, как единого Отечества. Вот так. Я бы так. Есть еще? Я тогда давайте Петю попросим туда. Он как, вот значит, нам Руслан Сулейманович правовую все документы, все, вот как в компьютере столько знаний нет, и компьютер так четко не выдает, как он нам все выдал. А Петр Кузьмич, он своими руками, как археолог, тоже много данных, много информации имеет по этим территориям. У него, наверное, свои доказательства есть единства нашего народа с древнейших времен. И я думаю, стоит ему два слова сказать тоже именно вот в эту тему. Ну, на территорию Южной Осетии и Грузии я не попал. Работал в основном здесь. Но сказать я хочу вот что. Всегда, когда идут территориальные споры, то ставится вопрос на конкретных территориях, да, обязательно. И обязательно надо исходить из каких-то хронологических рамок. Что нам взять за первооснову, что нам взять за первоначальную дату там, отсчета и так далее. Народы сформировались не в течение одного века и даже не 1000 лет. История уходит, как сказал Руслан Сулейманович, еще веков бронзы там, и так далее. Там много чего. И если рассмотреть в целом историю народов Кавказа, то мы не древнее и не моложе никого. И на этой территории мы находимся не как пришельцы на чью-то территорию и так далее. Значит, могу начать с палеолита, то есть древнекаменного века. Но я думаю, что в этом нет необходимости. Вот. Реально, мы можем говорить об эпохе энеолита, а лучше всего ранней бронзы. Вот с этого периода начинается действительно концентрация в разных частях Кавказа и Закавказья, вот, тех или иных этнических каких-то объединений, групп, которые в конечном счете выльются потом в соответствующие подразделения нынешние, да, этнические, которые мы с вами знаем. Абхазо-адыгские, там, навско-дагестанские и так далее. Все это потом выльется. Так вот, изначально территория Центрального Кавказа отличается, если взять археологические материалы и прочие всякие данные, совершенно четко и однозначно. И на этой территории не было ни предков навско-дагестанских народов, ни берокартвельских, никого. Эта территория всегда четко отделяется от всех остальных.
Значит, срединными реками этой территории были Терек, ну и все Верховье, конечно, речь идет о Верховье, не о Дирке. Да, Верховье. Вот. Значит, с другой стороны, срединной рекой была река Арак. На юг. Срединной рекой, не окраиной. Да. Значит, по обе стороны находились древнейшие племена, которые так или иначе были связаны, прежде всего, этнически. Хотя были среди них и те, которые близко относились к каким-то другим. Но доминирующим для нас вот, происхождение астийского народа в нашем генезисе, мы всегда это должны четко представлять, всегда была арийская часть. Именно арийцы были доминирующей силой на территории Центрального Кавказа, откуда они так или иначе уже свою власть распространяли и на остальные территории Кавказа, очень часто и очень долго. Значит, были именно арийские племена Центрального Кавказа. Значит, по меньшей мере, начиная с середины 3-го тысячелетия до нашей эры, арийцы оказываются на территории Закавказья, там еще никаких картелов близко не было, а Восточная Грузия это прежде всего иберо-картельские племена. Так вот, не только конкретно восточно-грузинская территория, но еще и прилегающие районы Азербайджана и северные районы Армении, они все входили в зону не просто влияния, а конкретно обитания наших древнейших предков. Значит, если мы будем говорить о том, значит, были ли какие-то перерывы там и так далее, не было. Начиная с неолита, вот эти территории, оказываются, заняты предками астийского народа, а, повторяюсь, с периода 3-го тысячелетия, середины 3-го, с начала средней бронзы, позднюю бронзу возьмем, раннее железо возьмем и так далее. Все это время та территория, которая называлась Восточной Грузией, она была конкретно осетинской. К сожалению, то, что Руслан Сулейманович описал как раз в 20-е годы, 19-й, 20-й, 21-й годы, да, Пламенный Серго и его компаньоны, они по-живому разрезали, даже из того, что осталось за осетинами, и отрубили, отрезали от нас огромные районы, территории. Меня всегда удивляет вот в российской части российской интеллигенции, с каким упорством они все время пытаются говорить о праве Грузии на целостность территории. И почему-то они никогда не вспоминают, что у нашего маленького бедного астийского народа тоже есть право на свою территорию. И от того, что нас сегодня численно меньше, наша история другой не становится. И наше историческое право на многие территории никто у нас никогда не отнимет. Историческое право. В реальности юридически кто как будет оформлять, это другой вопрос. Но историческая Осетия-Алания, она всегда была на всем Центральном Кавказе. Я не говорю про временно захватываемые нашими предками территории, какие-то там оккупированные, начиная с чуть ли не с Японии и заканчивая Англией. Я об этом говорить не буду. Но Центральный Кавказ для нас был всегда нашей территорией. Другие народы, которые воспользовались различными совершенно историческими какими-то событиями и оккупировали нашу территорию в тот или иной период, и далее проживают счастливо до наших дней на этих землях, это вовсе не исключает наше историческое право на эти территории. И мы можем это доказывать на любом уровне, где угодно. У нас есть для этого вся необходимая аргументация, все необходимые источники, материалы, которые четко показывают то, что я сказал. Центральный Кавказ исконно земля нашего народа, где проходил процесс формирования осетин. Вот, и абсолютно большую часть, абсолютную его территорию мы потеряли. Во время арабских завоеваний, во время татаро-монгольских нашествий и даже в более ранний период. Вот. Значит,
перспективе, я думаю, что мы ни у кого никаких территорий сегодня особо и требовать не будем. Но то, что по-живому разрезали торчагом и наш Арвыку, и, ну, Южная Осетия, слава богу, теперь свободна, но вот эти районы, Удыком и так далее, это все буквально в 20-е годы прошлого века взяли от нас, отрезали, и по сегодняшний день мы не можем выпрямить эту ситуацию. Значит, в своем мнении я выразил еще 20 лет назад, я направил письмо, большое письмо, значит, с сопроводительным текстом, в Думу российскую, другие инстанции российской власти. Это территории, которых должна быть заинтересована сама Россия, прежде всего. Вот. И справедливость ради, именно ради исторической справедливости, эти территории должны быть возвращены нашему народу. И для этого надо продолжать делать все так же, как мы до сих пор делали, обращаться во все инстанции, надо требовать свое. Несомненно, что зависит это прежде всего от России, само собой. Какой-то закон, до тех пор, пока его не поменяют, значит, ни один, вот даже там вот сейчас вот одна, там две семьи более-менее плотно держатся, одна вообще туда не выходила, он действительно какие-то земли, там дома Коплов оформил, да, он умер, сестра его родная, она не может так внести в реестр. То есть вот тебе даже документы какие-то базовые дадут, да, но до тех пор и здесь, в России, и там, пока тебя не внесли в реестр собственников, да, это бумага, туалетная бумага, и все. И в итоге, значит, вот все упирается, приходит в этот. Если говорить, допустим, один он гражданин другой страны, то там конкретно есть люди, которые имеют и гражданство места, и имущество, даже начальный пакет документов есть необходимый, но в реестр не вносят, Конституция не дает. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, это человек, который там постоянно находился, да, есть еще же такая позиция. После событий 8-го года, да, ну, моральное право, какое я имею право моральное, да, опять же, какие-то соглашения делать с этим тбилисским режимом, чтобы он мне какие-то... И поэтому именно вот этот вопрос, который, значит, единство, восстановление территориального единства, геноцид, другой вид геноцида, продолжение геноцида, они для нас сегодня очень актуальны. Вот именно эти вопросы. Вот Руслан, мощнейший специалист, кто может эти вопросы ставить. Есть ли там база, о которой говорят американские, насколько это осложняет вообще ситуацию? Стоит... Там милитаризация налицо, там количество вертолетов и так далее намного больше, чем вообще их раньше не было. Сейчас их там намного больше. Плюс вот у нас, нам вчера карту показывали, в Трусовском ущелье показали Деминов. Да. Район Абана, Четверш, да, вот с карты мне вчера показали. И там порядка 10-15 строений, да, и когда вот люди, ну, некоторые умудряются со знакомыми там что-то пройти, да, им объясняют, что это там вот минеральную воду, они якобы цех построили. Ну вот я, например, инженер-хозяйственник, я посмотрел, я понимаю, что это абсурд полнейший, чтобы там вода, там поток огромный, да. Но, во-первых, география, климат, да, там реально заниматься производством и вкладывать, это абсурд полнейший. А сами строения, вот смотришь и сразу видишь, не надо быть военным, что это чисто казарменного типа строения. Они, значит, под одним видом построены, ну как они будут использоваться, вот их строение, да, вот просто смотришь, и сразу понятно, что это казарменного типа строения. Там зона, которую военный контроль не пропускает. Ну, вот я говорю, да, значит, вот те, которые вот проезжали, вот тот раз хорошо знают все эти, он оттуда родом, до середины допускают, дальше нет. Как решать? Если американцы уже там, американцы не просто там, я вам сейчас, даже вот те проекты, которые открыты, которые закрыть нельзя, да, два основных проекта в Грузии, да, которые сегодня они выставляют на тендер и так далее, это порт Черноморский Анаклия, где они глубоководный порт делают, да, для того, чтобы могли многотоннажные корабли зайти. Это один проект, а другой проект это тоннель под Крестовым перевалом.
И тоннель под Крестовым перепалом, там вся проектация, геологическая подготовительная работа проведена, но основные работы, их стоимость более 3 миллиардов долларов, да, и они их выставляют на тендер, но пока, видимо, не все соглашения заключены. Будет этот проект действовать, нет, пока трудно сказать, но это однозначно, что это всю инфраструктуру, любую, вот на северном склоне, какая у них там будет инфраструктура, это будет однозначно полное круглогодичное оперативное обеспечение всех этих на северном склоне. Ну, а фон очень красивый. Ну, транспорт, чтобы хорошо ходил и так далее. А географически, куда северный портал выйдет? Вот географически. Он выйдет в Коби. Вот он оттуда, с той стороны перевала заходит, а сюда в Коби, прямо в Коби выходит. Ну, по трассе, да? Да. Не по трассе. Значит, там речь идет, короче говоря, вот, если мы говорим о Трусовском ущелье, Торшигом, Удыком и так далее, мы говорим о территориях, которые отторгаются от нашей территории, от Осетии, буквально в обозримом прошлом. То есть это несколько поколений, которые у нас буквально на глазах все это произвели, на глазах наших отцов и дедов. Понимаете? Поэтому это реально действительно тут наши права обозначены. Вот. Мы не говорим о, как я сказал до этого, бронзовом веке там и так далее. Да? Это все понятно. Вот. Там столица закавказских саков, Саркине, недалеко остатки его до сих пор сохраняются, развалины возле Мцхета. Вот. Мы не об этом говорим. Это реально вчерашний день. Это наши дома, это наши поселения и так далее. И мы на это имеем абсолютное моральное право, поэтому их надо требовать. И, конечно, вот то, что вы сейчас вот именно задела эту тему, да, и ты рассказал об этом как раз. Вот то значение, которое могут придать этой территории противники России. Как это будет использоваться и так далее. И на этом тоже надо делать, я думаю, ставку. Да. Вот, значит, стратегический вопрос. Значит, я послушал Алана, да, у них очень интересные тоже пути развития и разрешения этих проблем. Да? И они в этом направлении тоже работают. И давайте послушаем немного Алана тоже. Их статус очень интересный именно по правам человека, и ну, нам скажет. Добрый день, я сегодня представляю аппарат уполномоченного по правам человека. Погромче можно, чтобы слышно было? Добрый день, я сегодня представляю аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия Алания. Должность уполномоченного, ну, мало людей знакомы с этим законом, это государственный орган, должность уполномоченного, но его аппарат тоже. Занимается защитой прав человека, как понятно из названия, но является дополнительным органом. Таким. Первыми органами считаются МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, а это уже крайняя инстанция, когда уже даже после суда можно еще обращаться к уполномоченному. В общем, для чего я вам это быстро говорю, чтобы я кратко обозначил вот, свое видение сегодняшнего вопроса. Как сказал Владимир Владимирович, правозащитники молчат. Очень много вопросов, а правозащитники молчат. Естественно, среди правозащитников возник вопрос, а почему-то молчим именно в России. К нам сразу после выступления уже из Москвы обратились, а вы что-то делали? Да, мы делали. Что вы сделали? Вот первое, что мы сделали, это еще в 2018 году, 29.10, мы направили уже именно сами аппарат уполномоченного. Кстати, хочу вам сказать, что мы не одна система, как в России, прокуратура, МВД или другие органы, мы абсолютно равные системы, то есть мы в Москве подчиняемся только через координационный совет. А так мы не одна система, мы как бы коллеги. Поэтому мы направили результаты 10-го съезда, значит, съезда Осетии, на котором как раз два основных итога были. Ну, первое, стремление к объединению Осетии, второе, стремление к признанию геноцида со стороны Грузии.
Мы вот это материалы скинули для сборника научных статей участников международной конференции, посвященной 73-ю принятию Всеобщей декларации прав человека. Ну, это было в прошлом году. Россия проводила очень большую конференцию и пригласили ведущих правозащитников. Я не помню, что где-то в мире еще было подобное, что в рамках ООН еще была штука, но Россия была основной. Это первое, что мы сделали, и Москва нам уже за это тоже выразила благодарность, что в принципе, когда правозащитники, это ни к Северной Осетии, ни к России не относятся, то есть это относится к остальным, да. К сожалению, это даже относится к правозащитникам Южной Осетии. Почему? Потому что мы пока не слышали от уполномоченного по правам человека в Республике Южная Осетия что-нибудь по Трусовскому ущелью, что-нибудь по факту геноцида, что-нибудь на равных можно общаться с Москальковой, уполномоченным по правам человека. Человек молчит. Почему, я вам немножко объясню. Это проблема не в том, что он такой человек или там не профессионал. Вся его система вопроса статуса. Он уполномоченный по правам человека при президенте. Он штатная единица в администрации президента Южной Осетии. Над ним есть глава администрации, над ним есть все. А основная суть правозащиты в мире – это быть неподконтрольным и независимым. Нас никто не проверяет. Здесь ни прокуратура, ни ФСБ, никто не может простую объяснительную взять у нас. В то время, как мы можем прийти к представителю ФСБ и сказать: вы должны нам дать объяснительную, он должен дать объяснительную. Вот эта система, чтобы вы ее чуть-чуть понимали. А в Южной Осетии она немножко вот такая. Что мы для этого сделали? Мы направили в аппарат уполномоченного прав человека в Российской Федерации предложение о том, чтобы Россия рассмотрела вопрос создания первой международной организации, куда бы на общих основаниях вошли Абхазия и Южная Осетия. Каким образом? Создать комитет по правам человека. Точно такой же, как в ООН. В ООН есть комитет по правам человека, куда каждое государство направляет своих представителей. 4 года один раз они отчитываются о состоянии положения дел по правам человека, соблюдению прав человека, восстановлению прав человека и свобод человека и гражданина в своих государствах. Но что это дает? Именно создание этого органа позволило бы вывести уполномоченного по правам человека в Республике Южная Осетия на почти мировой уровень, на один уровень с российским уполномоченным, позволило бы ему присутствовать на многих конференциях, где бы вот это все прозвучало. Потому что пока все это звучит только в Северной Осетии. Южная Осетия пока молчит, Абхазия молчит. За них тоже мы пока говорили. И мы предложили, вот ответ даже Москалькова, который мы получили буквально вчера. Уважаемый Эльбрус Сулейманович, это к вами. Ваше предложение о совершенствовании порядка взаимодействия РФ, РЮО и Республики Абхазия в вопросах защиты прав человека рассмотрено. Готовы оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции по регулированию защиты прав интересов российских граждан, находящихся на территории Республики Южная Осетия и Абхазия. Я даже сам приезжал в Южную Осетию, встречался с президентом Южной Осетии, объяснил. Это уже почти 2 месяца прошло, как-то долгая пауза. Я вас очень прошу, Филипп Иванович, вы имеете большой авторитет Южной Осетии, тоже. И попросите их вот этим вопросом немножко заняться, потому что это вам помощь тоже. Уполномоченные, они нужны. А Южная Осетия с 8-го года. А кто нужен? Он хороший парень, Тасуев, но он бесправный существует. Он штатная единица, как он должен быть. Это вот частично. Алан, давай правильно вот здесь формулируем. Боятся выпустить его из-под опеки, поэтому. Это первая часть. Спорт признан. Проводили где-то команды чемпионат мира непризнанных государств. И то все радовались. А тут официально вас выводят в большую политику, вы разве не будете радовать? Это же представительство. Ну, конечно, хороший. Но, Алан, давай, чтобы нас правильно поняли, вот те вопросы, когда ты говоришь, что Южная Осетия молчит, мы-то знаем, что она не молчит по всем этим вопросам. Она на других площадках ее озвучивает, а именно в площадке правовой, да, возможно, ты прав. Правозащита. Да, вот именно на это. Не молчит, парламент не молчит. Да. В этом плоскости есть идея, чтобы правильно было. Именно он там и может эти вопросы все выносить на мировую. Это очень интересное предложение.
А уполномоченный по правам человека, Они сейчас правозащита, это есть номер один. Гайбек Гайдович, мне еще 10 секунд дадите, просто вопрос, люди спрашивают, как бы я просто этот вопрос Ситуация спрашиваю. вот с Торшигом, это относится к российской стороне. Ибо Коби, Торшигом, они традиционно входили до перевала в северную часть Нет, Осетии. здесь мы не делим. И это жители Северной Осетии. Да, но Чермена, вот здесь Малаканки, Владикавказа и так далее. Они входили в Тифлисскую губернию. Ну да, но реально к люди, сожалению. живущие здесь, на этой территории, Ну да, российские, Люди сейчас тут. их интересы, во смыслах они здесь. В них надо работать. Надо работать. Значит, надо работать в Государственной Думе, в Совете Федерации. Работать надо, но кому работать надо? Так, значит, тут мы... Как-то кому? Правильно? Вот я работаю, а вы работаете? Да. Вот я там работаю, а вы работаете. Ну все, значит, нормально у нас все Руслан, будет. Руслан подключился уже. Значит, Я думаю. Тамерлан, Бабаш сюда будет. Не будет никак. Будет. Когда она делает. Дайте вопрос задать. Одна реплика, я не вопрос представителю глава полномочий, да? Реплика по поводу какого-то, скажем так, резюме данного мероприятия. Если мы говорим о реакции, как подчеркнули, общенациональной конференции, название, то какое-то резюме должно быть. Обращение, что-то, резолюция, итоговая. Если мы здесь обсуждаем, чтобы это не осталось в воздухе, то должны какие-то выводы. Это один момент. Куда и вот как конструктор итоги обсуждения. Это как предложение организатора. Вопрос к представителю аппарата полномочия. Мы говорим о международно-правовом аспекте, а это, безусловно, международно-правовой аспект признания геноцида. Одно дело внутри государственной структуры и органы, институты, которые признают уголовную составляющую того или иного деяния. Да, они должны быть, безусловно, и вы правильно говорите, что здесь после 2008 года работала не одна группа представителей когда прокуратуры, следователей и так далее. Следственного комитета. Мы помним, собирали, участвовали в вопросах и прочих, но работа не завершена, да. Это один момент. Но вопрос международно-правовой оценки последствий 2008 года тоже будут подписаны как геноцида. Но речь у президента страны была о геноциде 2020 года, о признании. На нее отдельная реакция должна быть, на наш взгляд. И позиция как общенациональная, так и отдельно должностных лиц, общественных организаций, желательно и то, что мы называем международным общественным движением, Высший совет ОСТИ, их позиция официальная, которая должна уходить в соответствующие международные инстанции. Вот. Что касается 2008 года, то у нас была такая структура, куда входила Грузия. На определенный момент, насколько я понимаю, сейчас вышел СНГ, да? Союз независимых государств. И вот на базе вот этого содружества возможно формирование определенных государственных, в том числе и судебных органов, которые можно инициировать. Это качество предложения. Хотел бы услышать ваше видение, какое возможно, потому что эти вопросы поднимались после 2008 года, в том числе в этом самом зале, когда проходили обсуждения вот последствий 2008 года. И, к сожалению, они остались в воздухе. Так и не были сделаны шаги, инициативы какие-то из вот, территории Осетии, да, в наш федеральный центр. Потому что субъектом содружества является все-таки Российская Федерация. Вот этот трибунал международный, где могли бы рассматривать последствия действия, а на тот момент в СНГ Грузия входила, была участником содружества. СНГ не создала такое. Я понимаю, что не создал. Он создал инициативы создания. правам человека. Нет, СНГ сейчас его не создадут.
Нет, я говорю о не комитете по правам человека, который представлен полномочиями. Нет, А я говорю говорю о надгосударственной структуре в рамках все-таки более контролируемых пространств. Ну, есть несколько. Есть вот этот комитет по правам человека в ООН, у которого нет временных показателей, и есть Европейский суд по правам человека. ООН добиться этих позиций намного сложнее, чем при в рамках СНГ, потому что СНГ все-таки во многом. Само собой, инициатива создания в этом речи, это интересна ваша позиция, перспектива. Вот. То есть структура, она не создана. Трибунал в рамках СНГ. Я за создание вот такой структуры в СНГ. Более того, вот, то, что мы вам говорили, мы предложили создать комитет по правам человека с участием Абхазии, Южной Осетии и России. Это тоже будет такой же орган, обладающий такими правами, который будет вправе пересматривать решения судов даже в Южной Осетии и в Абхазии. Это как своего рода Европейский суд по правам человека, и вот это два вопроса. В порядке дискуссии, если можно тогда, вот создаваемые структуры в составе Россия, Южная Осетия и Абхазия, они не смогут распространять свою юрисдикцию на территорию и на субъектный состав, включать Грузию. Нет, Грузию нет, только Южная Осетия. Но речь идет о позиции оценки тогдашнего руководства Грузии, то есть Саакашвили, Бориса Саакашвили. Это очень важный момент. Когда мы говорим об СНГ, вот тогда Грузия входила в СНГ, и оценка может быть дана в рамках СНГ, если трибунал, возможно, создание такого трибунала. И второй момент, который я хотел больше к историкам, наверное, обратиться, это 1994 год, когда произошло последним, кстати, из бывших советских республик признание Грузии как суверенного самостоятельного государства. На 1994 год территории Абхазии и Южной Осетии грузинским государством не контролировались. То есть суверенитет Грузии в этот промежуток признания ООН суверенным государством не распространялся фактически на территорию. Как мы можем говорить о оккупации этой территории Грузии, якобы это грузинская территория, если даже в момент признания Организации Объединенных Наций, юридического признания государства, эта территория Грузии не контролировалась. Вот этот момент интересен. Позиция ваша как юристов. Ну, во-первых, касаемо преступлений, которые было совершено в 2008 году, это военное государственное преступление, это нападение одной страны де-факто на другую независимую страну. В этом это вообще, в принципе, рассматривать в международном уголовном суде в Гаге. Тот, который может признавать обе стороны. Но сторону Южной Осетии международный суд не признает, потому что нет такого государства. Совершенно верно. Нет, Южной Осетии. Но по факту там, когда Путин, тогдашний президент, говорил, что совершается опять попытка геноцида, то есть тотального уничтожения этнической, расовой и религиозной группы, сейчас касаемо Осетии. Ну, по факту, если признать, в 2008 году попытка геноцида не удалась. Касаемо 22 года, там было практически тотальная. Ну, попытка геноцида тоже является преступлением. Конечно, международным уголовным преступлением. По международным конвенциям. Да, международным. Наверное, не по сути. Здесь совершение попытки там шло арсенал. И в 22 году, когда вот, чтобы признать вот это геноцидом, в принципе, в 22 году, 20 не обязательно заявление, допустим, президента России, потому что мы все об этом знаем. Мы все читали, знаем, и все об этом прекрасно знаем. Для того, чтобы признать геноцидом в 2020 году осетин, в 1920 году, необходим, как вы сейчас чуть раньше сказали, референдум. Референдумы были проведены, но их российский парламент в виде Государственной Думы никогда не будет. Ни президент не признает, ни российский парламент. Референдум как о признании независимости или о присоединении к... Нет, я имею в виду, что когда Южная Осетия в свое время несколько раз обращалась о том, что признали геноцидом 20 год, 89 год, 91 и, наконец, 2008, и между ними какие-то эскалации конфликта происходили. То есть попытка... Признает, что геноцид как международное преступление в отношении международного другого субъекта. Международное этнической группы, да, не государство.
Государство. А государство какое-то признало? Например, Российская Федерация. Российская Федерация армянский геноцид признала. Если мы Франция говорим о армянский признании геноцид Российской признала. Федерации геноцида, А то при чем здесь Турция? Мы говорим о России. Сегодня, значит, сегодня задача стоит в том, чтобы Россия признала. геноцид, Ну, задача стоит у России. Мы должны просить не задача стоит у Осетии. Я говорю, мы должны просить у них, чтобы наш парламент, хотя бы Северо-Осетинский, обратился туда, потому что, по сути, Юг и Осетия мы едим. Это не Северо-Осетинский парламент, это вопрос международного права. И Северо-Осетинский тоже. Северо-Осетинский, потому что, по факту, мы... Не надо назвать Южане сейчас этим занимаются. Мы по этому вопросу на уровне парламента республики Ну, насколько я знаю, Северо-Осетинский парламент об этом высказывался. Высказывался, признал геноцидом. Вы признали российским государством геноцидом по отношению с ним. Естественно. Я полагаю, что государственное думаю наблюдать. Да, господа юристы и историки. Ама, бага, Резолюции говорит. Резолюция какая? Я говорю, не стучи, чтобы не откроют. Нет, говорить можно об этом, просить можно. Мы как бы не До 2008 Можно, года правда, можно можно. слушать, что никогда Россия не признает. Не признают Южную Осетию. Точно так же они признают геноцид, и там нет ни малейшего. А я вам даже больше скажу. Южная Осетия никогда не войдет в состав России, потому что это не Крым. Вы имеете право, она не вы имеете право на такое мнение. Да. Сегодня 18 июля 2019 года, запомните мои слова. Значит, давай, Не надо, чтобы она входила. Южная Осетия очень долго не войдет в состав Российской Федерации, потому что ее геополитическая и стратегическая ценность слишком высока. Слишком высока. Она несопоставима с Крымом. Она слишком высока. это мы все понимаем. Меня, Руслан, Абсолютно выдающаяся имеет стратегическое значение Южная Осетия. Бага, вот когда вы говорите «Бола», когда вы говорите о геноциде, да, и нам все понятно. Я опять же возвращаюсь к тому, в этих обращениях, в этих юридических документах можно также продолжать и ставить вопрос отторжения, как продолжение вид геноцида или так далее. Тоже продолжать как